Ну что, ребят, всем привет. 13 апреля. Я на воде, ребята. И сегодня открытие, так скажем, летнего весеннего сезона. Понятное дело, что половодье, ребят. Как 10 дней уже сошел лед. Основной ледоход прошел. Так местами смальдун-льдинки идут. Ну, река чистая. Открываемся, ребят. Первый выезд по Налиму в этом сезоне. Да, в этом году очень рано. Его можно было еще даже раньше открыть, но у нас были морозы такие до 8-10 градусов. А сегодня 16 плюс, ребята, жара. Пока загружался, весь потел. Ну, понятное дело, что в лесу еще снег. Река только вскрылась. На реке холодно. Тем более на моторе. Без бушлата никак. Водичка, ребят, не сказать, что прям сильно разлилась, но и не маленькая, в общем. Не знаю, проверю верхние точки. У меня их 4 штуки. Снизу 2. В общем, 6 точек, ребят, нужно проверить. Попробуем. А так вот, вчера спустил лодку с женой. Ездили специально. Ну и сегодня я что-то решил прокатиться. Охота просто на берег, ребята. Охота костерка. Охота просто душевности вот этой. Зима закончилась, и вот не успела так сразу закончиться, потому что был на севере, приехал, а у нас здесь уже прям, ну вот-вот. Не знаю, рано, ребят, скорее всего. Очень много грязи идет. Речка лесная, таежная. Ветки, хлам. Ну, даже если не поймаем, ребята, охота просто покайфовать. Тем более такая погода. 16 градусов днем, ребята, на солнышке за 20. Ночью, понятно, минус, но на полях уже снега нету. Природа оживает, прилетели утки. Короче, попылили, ребятки. Посмотрим, найдем вместе пита какой-нибудь. 3 донки, 4. Этого достаточно, чтобы открыться. А если еще поймаем, ребят, то это вообще будет супер, потому что очень рано. Какие-то года еще на льду были, ребята. Было дело, что на Пасху были мы на льду, а вчера была Пасха. Всех православных с прошедшими праздниками. Все, погнали, ребят. Километров 25-30 наверх. Ух, лодочка, мотор, ребята. Новый сезон, это эти эмоции, знаете, как ждешь первый лед, так и вот этот сезон. Погнали.
Ровно 25 километров до этой точки. Я в шоке, ребят. Вроде такое, ну, поднятое место. Многие, наверное, узнали. Высокая возвышенность. Такой спуск пологий, пляжный. Здесь открываюсь, потому что есть место. Ну, ребят, здесь снег. Снега еще тут мама родная. Она даже не оттаяла, только местами. Вообще местами. Там обычно палатку ставлю. Вот, ребята, полка открылась. С нее можно бросать. Вот так вот. Ну, тут снег. Лосиный угол, я его так называю. Блин. Снег голимый, ребята. Не встать. Ну, можно встать, конечно, но что-то я не хочу в снег вставать. Уже охота на травушке поваляться. Охота от зимы отходить. А тут вон такие дела, ребят. Охренеть. Да. Вот здесь я тоже место обрубал, палатку стоял когда-то. Ну тут зима зимой еще, блин. А льда нету. Льда, ребята, нету. А снег есть. Хоть на снегоходе катайся. Вот дела, блин, а. Вот тут я ставил палатку, ровное место. Обрубал вот эти ветки. Ё-моё. А те нижние точки, ребят, там поздно. То есть, когда лед ушел, вода еще не сильно поднимается, есть возможность выскочить и порыбачить. Ну а в определенных местах нужен поворот реки, чтобы меньше мусора тащило, льда, потому что лед еще плывет. Местами смотрю, вроде такая снежинка, а снизу там мама родная, лед. Баланы плывут. И старицы еще во льду, смотрю. Можно на зиме рыбачить. Короче, в тайге еще зима, ребят. В деревне-то все растаяло. А в тайге зима еще. Блин, а что делать? Здесь что-то так. И лагерь не разбить. По снегу лазить тоже что-то. Вот сейчас буду думать. Сейчас, ребят, буду думать. Такие дела. Да, ребятки. Короче, такое местечко. Огромный обрыв здесь. Но сейчас вода как раз дошла до уровня, практически, да, уже до самой верхней полки. Здесь такой, как водоворот. Струя бьет по центру практически. И как бы здесь метров 10-12 можно донки будет ставить. Но они будут вот так вертикально. Глубина здесь порядком сейчас 8 метров. Я проезжал частенько в поисках дров в это место, потому что здесь вот дрова бывает накидывает. Ну, каждый год их накидывает. Тут уже вон 3 сушины прижало. Что, может, тут попробуем? Хрен знает. Ну, по крайней мере, здесь нет снега. Полянка уже подсохла. Можно будет кайфануть
Дров, я думаю, намучу что-нибудь. Ну, здесь, ребят, болото. Здесь опасно. Сейчас медведи. Сейчас в тайге нужно бояться, ребят, две вещи. Одну большую очень, одну маленькую. Очень маленькую. Большую — это весенний медведь. Непонятно, что у него на уме. Голодный. А очень маленькую, ребят, это клещ. Ну, у нас семья вся привита. Но все же энцефалитный, ребят, можно хапануть, и с рыбалкой можно закончить. Еще я знаю, на этом болоте живет птица, ребята, выпь. Забейте, кто не знает, очень страшная и очень страшно поет. Если она ночью будет сегодня атаковать, петь, ну такое себе. Я привык, конечно, к этому вою вот этому, по-другому не назовешь. Но где-то вот в этих болотах она живет. Ну что, попробуем, что, не знаю, пытка не пытка. Скорее всего, оторву здесь все нахрен. Но вариантов нет, ребят. Так что остаюсь здесь. Там какая-то старица. Болотины, кочки такие, ногу сломаешь. Снега еще, ребят, в тайге много. Вода будет еще. А то все говорят, что воды не будет. Будет. Будет она, будет. Еще много воды будет.
Ну вот, ребят, видите, тут даже жгли костровище. Тут люди стояли. Огромное костровище, старое. Когда-то кто-то тут был. Сосиски ели. Ну и в общем вот. Сейчас я ее распилякаю. Заросшая. Ну вроде вот смотрю. Живая. Она вмерзшая еще, кажется, ребята. А я тут нахрапом думал, трава. Блин, тут песок. Цепочку задел. Ну ладно, она запасная есть. Ну, сердцевина хорошая. Вот, смотрите, какой. Даже шины не хватает. Этого мне достаточно будет, вот этого куска. Я говорю, она вроде сверху гнилая, а сама еще живая. Смолечина гореть будет классно, ребята. Качественная дрова. Вот так вот. Порядочек. Нормально. Так, ну что, такие ровненькие там, ребят, стояли. Ива. Одна к одной прям. Ну что, донышки у меня
Я перебрал, кто смотрел подготовку, видели. Приготовим сейчас колокольчики. Колокольчики приготовим. Не знаю, сколько буду бросать еще, ребят. Посмотрим, в общем. Сколько тут растяну, как вообще буду стоять. Пока, думаю, штучек 6. Если вот здесь 2, здесь 2 и за теми кустами еще 2. Вот так вот. Тут запасочка. Нож, ребят, с налимом Дрюня 11. Ребята с Архангельска приезжали. Пацаны, вам привет. Дрюня от Архангельской братвы. К-110. Ясень. Элементы кости лося. Вот здесь, вот здесь. Вот такой красавец. Чисто по налиму, ребята. Кому интересно, дядька делает. Могу координаты скинуть. Вот такая ручная работа. Класс. Так, ну все, что. Черви у меня, ребята, еще с зимы. Дендробена. Что-то как-то. Ну, вот тут сейчас и начнем бахать. По тихой грусти. Подонком все, ребят, стандартно. Основная 0,7, поводочки 35, 2 крючка. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну так, 10. Но это не 10 метров, метров 12, ребят. Главное не рухнуть тут ночью. Тут глубина сразу, мама родная. Хрен выползет, блин. Как же я скучал, как же я скучал. Любимая рыбалка детства. Туда уже не пойду, там ветки более-менее такое ровное. Буду искать площадку. Ну и все. Посмотрим. Жесть. Глубина жесть, ребята. Такие пучочки. Груз, ребят, 250 грамм. Вторая. Раз. Дома. Блин, метров 10, наверное. Сотка, секунда, метр. В общем, стоят хорошонько. Здесь, видите, крутит. Я вот почему вот именно меня заинтересовала эта локация. Давно уже, кстати. Нормально, недалеко.
Если какая-то крупная рыба, я не знаю, ребят, как доставать здесь. Потому что обрыв. Ну, это ладно. Подсадчик нужен, конечно. Главное, чтобы зацепов не было. Потому что здесь ступеньки идут. Возможно, где-то ветки, кочки и так далее. Угу. Тут уже тяга. Ну ладно. Ребят, 4-ю ставлю. 3-я уже звенит. Под баланами, которая. Охренеть. Пойдем посмотрим. Ну, брякнула. Вот 4-я. Там 2 возле этого. И вот здесь возле балана. Пытался, спускался, пытался баланы отодвинуть. Нифига не получается. Вон, смотрите, поклевка же, да, вроде? Я же уже отвык от всего этого. Да, смотрите, реально рыба. Налим. Юху! Есть контакт, ребят. Я вам про что и говорил. Вот я вам про что и говорил. Солнце еще не село. Налим стоит. Эй, в яме. Вот такие дела. С открытием, Викторович. Ты красавчик. Ну, небольшой, конечно. Но наш, ребята. Жареночек. Охренеть, блин, а. Вот это да. Вот это мне нравится. Не успел поставить. Опа. Не успел поставить, ребята. Есть Никодим, блин. Так, ну вот. Это меня радует. Класс. Угу.
Так, ребят, ну что, солнышко садится и сразу, ну, красота. Понятно, что и бушлат придется одеть, как бы, плюс-минус. Ну все. Самая любимая пора, ребята, у меня. Вот эта природа оживает, вот это, знаете, вот утки, сейчас перелет уток будет. Тут тяга вальшипиная, вот там с той стороны вальшне будет. Ну и вот говорю, еще выпь должна петь. Ну ладно, чтобы медведь не пришел. Костерок, петарды. Потому что местечко такое. Болото, она само по себе такое мрачное, знаете. Вот в 5 часов показал себя налимчик. Он тут просто ползает. А так рыбалка в основном, ребят, с 8 где-то. Да, прикольное местечко. Тут, в принципе, даже еще дает еще метр, наверное, высоты, что можно здесь еще рыбачить. Класс. Еще одно место. Не знаю, конечно, как оно покажет. Сейчас, может, все достану и все в зацепе стоит. Вот. А так бомба. Все, дрова готовы, все шикарно. Пошла охота, ребята. Вот этих звоночек ждешь, вот эти. Где-то здесь дерябнул. Может, конечно, и трава. Но пока вроде ничего не трясет. Какая-то дернула. Не знаю, ребят, кто там звенел. Ну вот на эту, походу, которую перекинул, поклевка. Которую перекинул, только, ребята, смотри, что делает. Опа. Рыба. Ох ты, ушел. Зараза. Ушел, ребята. Рано я. А там кто-то тоже дерябнул. Рано, ребят, я поспешил. Надо было дать ему заглотить. Ну чё, движуха прет. Это меня радует. Фух. Сейчас надо пройти, посмотреть, какая там. Тоже, скорее всего, поклевка. Охрененно быть военным, бля. Так, это надо посмотреть. Ну так, пойдет. Трава есть немного. Круто, ребята. Сошел. Ну, не крупный был. Нашел, ребят, на какую клювал. На эту же и клювал. А я там бегал. Короче, 3 донки. Вот эти будут работать у лагеря. Вот она, оказывается, клювала. На которого первого поймали. На верхний поводок клювал. А того поймали на нижний. Червь, конечно, такой слабенький. Ну ничего. Что есть. Накопать еще проблема. Можно уже шматочки посерьезнее делать. Значит, вот тут клювал. Ага. Ну все, обозначил он себя. Больше тут не добавить. Если только баллоны убрать. Оп. Вот это надо все срезать. Иначе ночью все будет мешать мне.
Это все срезать надо, ребята. Ну все. Там две. 3 поклевки, ребят, было. Одного взяли, сход. И, значит, на ту клевал. Но что-то бахнул, когда я эту проверял. И выплюнул. Что-то не понравилось. В этом месте много езя. Не знаю, как он сейчас себя ведет. Долим, понятно, что клюет, а вот ези может. Не ези, но яма огромная. Глубина. Время 18:00. С 5 часов начали поклевки уже идти. Это хорошо, ребята. Кайф, блаженство. Ну вот сейчас вот такая рыбалочка у нас пока будет, ребят. Не знаю, в этом году весновка будет. Ну пока подвигаемся. Ну снега еще много. Воды будет, мне кажется. Дай бог, потому что сегодня 16, завтра 12. К выходным там опять что-то холодно. Все, ждем, ребята, дзынь. Точнее, он уже был. Кайф. Баланы так и прут, ребята. Сколько леса плывет. Вот на лесных речках это тоже немаловажно. Передвигаться ночью, я имею в виду. Ну и надо искать такое место, чтобы вот всякие вот такие коряги не заплывали и не мешали рыбалке. Потому что если ты встанешь неправильно и коряги будут прибиваться к берегу, ну просто все донки соберет и все. Одно бревно не успеешь даже ничего сделать. Такие дела, ребятки. Ну и напороться такую, на ПВХ тем более, сразу считай крах.
Так, ребят, ну что, 7 часов, солнышко зашло и сразу прохладно стало. Ну, у меня бушлат, как бы нормально. Будем ночевать сегодня, ребята, как в старые добрые времена. Даже навес не буду делать возле костра, переночуем. Вот. 7 часов. Ну, вроде как будто больше шевеления не было. Сейчас пройду, перезаброшу все, поднасажу и будем ждать. Можно, кстати, что-нибудь перекусить. Я сегодня вообще налегке, ребят, там ничего не набирал. Там есть, конечно, там и огурчик, помидорчик, и пельмени там уже готовые, колбаска там, булка, а яйца. Вчера Пасха была. Короче, кусковать можно. Чай закончится. Котелок есть, чай. В общем, этот. Можно забодяжить, заварить и нормально. Ну все. Дым по реке, ребят, пошел. Мой. Красиво очень. Так, ну что, проходик. Проходик, ребята. Опа. Вот, наверное, уже потом фонарик нужно будет одевать. Апрель месяц. Еще, конечно, не светлые ночи. Но все же темновато будет. Так, тут нормалды. Тут нормалды. Крутит поводочки. Понятное дело. На дне там, наверное, такая движуха. И Налим не стесняется. Ходит. Что мне нравится. Рыбачить Налима. Что ранней весной можно уже заниматься любимым делом. И поздней осенью. Когда фидеристы точат крючки. Интересная рыбалка. Бульк. Ребята, с оттуда выпал, зараза. А торпеда прет, блин. Живет тут. Злодей, блин, а. С тех веток, ребят, выпал. Ну, получается, обрыв и, видать, нора. Думаю, как-то коряга плывет что-то не так, как должна. Фонарями занимаюсь. Короче, он тут всю ночь будет мне чудить. Ну, херачит, а. Такое течение. Похрен ему.
Что не офис, ребята, да? Вот так должен выглядеть офис. Рабочий стол, кресло, свет. Сначала сюда поставил, не знаю, туда на ветку затянул его. Конечно, чуть-чуть неправильно он бьет. Ну ладно, нормально. Ну и вот этот кемпинг тоже. Вот. Можно поменьше сделать. На стол так тоже ставить. Чем-то заниматься. Как бы нормально. Давайте перекусим, ребятки. Бобер, блин, а? Зараза. Ну тут частенько я их наблюдаю. Вот на такой реке живут они. И вот на кормежку. На кормежку пошел. Что-то костер такой, еле-еле. Сыроватые дрова. Сейчас угли будут. Должен разгореться потихоньку. Потом наполовину колешь и как бы нормально схватывать. Температура большая. -1, как бы не особо холодно-то. Так, руки согреть, да чё. О, панорама какая, ребята, а. Да, что-то надо, а то я не обедал, ничего. У меня пельмени там в контейнере холодные, наверное, хотя можно сковородки разогреть. Ладно. На открытии нам можно потом кайфовать будем. Кстати, по палатке, ребят, помните, кто смотрел, когда я ночевал здесь в Курье, там снизу зимой щука хорошая попалась на жерлицу. На утро у меня по палатке, короче, было не знаю из-за чего. Во-первых, стал в Курье, было завихрение. Ветер то туда, как бы. Ну ладно, не суть. Брикетами топился. И не знаю, как получилось. В общем, понятно, что ночью на шайке, да, то бишь на томление ставишь, спишь. Потом просыпаюсь, я обычно даю, открываю полностью заслонку, даю ей прям прогнаться. Потом закладываю и опять ставлю и спать на 2-3 часа. Ну и на утром, в общем, у меня дырочек 50, наверное, если не больше. Ну, кто смотрел, тут видел. Так и называется, сажу в палатку. Никогда такого не было, ребят, с 18-го года, с 17-го я ночую. У меня до этого были и Алтай, первый, третий, Снегирь 4 Лонг, МФП-4 Берег. Сейчас вот у меня вот вторая вот эта МФП-2. Получается материал Оксфорд, но на этом береге чуть-чуть он какой-то такой, знаете, тонкий. В общем, я производителю туда-сюда. Что можно сделать, если у вас какие-то накидки там. Вот. Ну и в общем они согласились сделать ремонт. Как бы, ну, говорю, ну ладно. Клеить там просто нет смысла. Ладно, 2-3 дырочки. Понятно, что зимой как бы ничего там не произойдет. Ну, в дождливую погоду будет уже затеки, да, получается. Потому что есть отверстия такие по миллиметра 4 даже. Некоторые. Будет протекание. Ну, в общем, отправил вот на ремонт, согласились, да, и как бы отписываются, что ремонту не подлежит, нужно менять полностью, короче, верхний слой. Ну, в общем, меняем верхний слой, ребят, так что вот я сейчас без налимни своей палатки. МФП 4 берега брать, но это, ребята, огромная палатка, на одного таскать ее, но я не вижу смысла. А снегиря мне жалко, потому что палатка белая. Это все-таки зима более. Ну, если уже как бы приспичит, то придется уже как-то ее брать, потому что, ну, печка нужна. К выходным там смотрю, днем 4 градуса всего. Возле костра так не побалдеешь. Так что вот так. Короче, на ремонте, ребят, палатка. Будут менять полностью. Ну и вот, в общем, там искрогаситель такой на ставентах, у кого печки. Ребят, отрежьте вот этот заглушку, вот эту уберите. Не знаю, никогда у меня не было затеканий каких-то, подтеканий, как бы туда снег, дождь там, да никогда не было. Я по шихонками ходил 1000 лет, 8 открытая,
никаких искрогасителей не было. Ничего никогда у меня не было, не происходило. Так что, возможно, там собралась шапка. Потом я когда дал жару, и с этой шапки рассыпалась и посыпалась по палатке. Ну, в общем, тут три фактора. Погода, завихрение, стоял в курье, и ветер так туда-сюда крутил. Некачественные брикеты и искрогаситель. Ну, еще вот ткань такая. Потому что, ну, у меня за всю дорогу не было таких прожигов. Было там на Алтайках, я их продал. Там одна-две максимум. Да и в таких же условиях. И чем только не топились. И с смоляком, и брикетами. Короче, ладно, вот, в общем, такие дела, ребят. Так, сегодня будем разговаривать много. Сейчас покушаем. У меня есть 50 капель на открытие. Налимы мы поймали. 3 поклевки. Я на болоте. Один, ребята, уехал к третьей деревне, получается. От своей проехал еще одну деревню. И, в общем, я уже тут на границе с другой деревней. Короче, я здесь чужак. Ну, никого нету, ни одной лодки я не увидел сегодня. А бобер только. Ну, пока разговаривали, ребят, разошелся. Костерок-то даже греть стал. А я сейчас бушлатик одену. Конечно. Чем мы тут сиськи-то мнем? Давайте похаваем в натуре. Все идеально. Изморозь уже около нуля, наверное. Звездное небо, ребят, красивое. Слушайте, самый выход молчит. Видите как?
Неужели больше не будет? Должен, по идее. Поклевка бывает, сход. Должны быть. Мелкие-то засранцы. Никакого. Здоровенная. Здоровенная. Вот так и будем кромсать. Я потихоньку таскаю. А все горит нафиг. Я говорю, только углей дай. Че, ребят, не клюет, блин. Тишина. 10 час. Самый такой прям пик-пик. 16 минут 10-го. Че, перекусил, что-то 5 пельменей съел, все, наелся. Есть небольшое понимание. Яма. Да, он здесь есть. Он здесь даже живет. Но скорее всего вот вечером он еще, вон тут мы его зацепили. Можно было даже раньше донки кидать, мне кажется. А сейчас он ушел на пляжи, на меляк кормиться. Как правило. Я думаю, вот это. По-другому уже ничего не представляю. Потому что он себя показал. И все, как отрезало. Он стемнело, он ушел на пляжи. Сейчас он гуляет, метр глубина, 1,5. Но никак не 8-10 тут. Сейчас он там бродит, ему проще там кормиться. Под утро, возможно, он вернется. Ну, это так, мои тараканчики. Ладно, кайфую, ребятки. Кайфуем, балдеем, отдыхаем. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки,
Светлячок подмигнул и погас. Не спеша убегает вода, и у берега льдинки и на лимне клюет. Но ликует душа, убегает вода, и у берега льдинки и на лимне клюет. Но ликует душа, и, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. О, морозец. Морозик. Последний обходной, ребят. Попробую как-нибудь поспать. Хотя бы часик. Там, конечно, прет. Вот течение, видите, да? Пена, лед, баланы. Вот здесь как бы так затишок. Классное место, кстати, на самом деле. 3 балана. Скорее всего, останутся. Но эти, если они здесь останутся, то я их попилю потом уже на зиму. Вода упадет, они на берегу останутся. Здесь, скорее всего, никого не будет. Летом никто их не заберет, а я уже со льда их заберу, если их не унесет. Ну, вода, скорее всего, подымется. Осталось до кромки уже вот сколько. Полметра, наверное. Изморозь такая. Не клюется, зараза. Не хотит не клювать. Да, не клюет. Ну, вот как-то так я, ребят, на болоте здесь живу. Болото вон такое. Выпь, кстати, не запела. Не знаю почему. Вот кочка. Кочки болотные такие. По первому льду, по первому снегу или по последнему через болото проехать невозможно на технике, на снегоходе. Они вот оголяются, самые первые. Не знаю, с чем связано, но вот такие кочки на болоте. Вот такая почва. Интересное, конечно, место. Ну, кочки огромные. А здесь вот веточки брал. Ровненькие растут. Днем, если еще, ребят, ходил и провалился, то сейчас как на блок. О, даже края. Вот так вот выглядит снег сейчас в тайге, что можно просто ходить, танцевать. Вот я ходил, провалился, видите, ребят, следы мои еще днем, а сейчас и на блок.
Так, друзья, ну что, прилег на бугорок, ну так немножко отдохнуть возле костра. Да, конечно, чревато все спалить, но по ветру вроде выстоял. Сейчас вроде как вертикально и в ту сторону к реке. Не должно меня накидать. А так, нож с собой. Пилу не зачехляю, потому что если какой-то шум, такой прям топот, то можно завести, погазовать. Ну и петардочку бросил. Вот. А так что, поваляюсь. Скорее всего не посплю, потому что замерзну. А замерзнуть это чревато, заболеть. -3 показывает. Налим не клюет. Ну, костер шикарный. От костра тепло. Ну и в общем в спальник залез. Так, ноги просушил маленько. Понятно, влажные. Эва, они прям. Что резина, что Эва, ребята. У меня проблема с ногами. Потеют ноги капитально. Вот, полежим, короче, отдохнем. Тут кочка. Зараза, неудобно, сиська такая. Ну, короче, ладно. Такие дела. Ладно. Да, интересная рыбалка. Ну, как есть. Все наше.
Ребят, взял. Все-таки взял. Взяли, ребята. Мелкий, зараза. Добрался таки, ребят. Добрался таки. Не знаю, он, не он. Но только перезабросил. Вот. Поклевка. Опа. Давай, иди домой. Засранец. Шороху только навел тут с утра. Но хоть настроение поднял. И то по кайфу. Мелкий просто налим, ребят. Вот и не засек в первый раз. Не хапает, как полагается. Налиму. Настоящему. Он только свеженького червяка подвесил. И все, добрал. Ну ладно. Можно еще поваляться. Косачи такуют, ребята. Там. Сейчас тут на поле. Там вообще вон за болотом. Может на болоте даже. Вообще кайф. Странное место, конечно. Солнце стало. Он клюет. Солнце еще не село, он клюет. А ночь вот. Нифига. Да. Но это, мне кажется, из-за глубины. Ну ничего. Нормалды. Ой, красота, ребята.
Лебеди, ребята. Уже третья пачка. И ночью тоже шли по морозу. На север идут. Таинственно болото. Все на болото там летают. Косачи там начали шипеть. Но выпь не пришла. Не знаю почему. Собираю донки, ребят. Красавчик. Отъедем чуть-чуть. Погреемся. Какая-то коряга, блин, набила. Иди гуляй. Иди гуляй, родная. Иди гуляй. Ваше здоровье. Ну и пена прет. Жесть. Все, ребят, подсобрался. Ну тут собирать-то, что мне нравится. Бурбырки, все готово. Не надо никаких палатки собирать, печки, раскладушки. Такая пена прет. Непонятно, не понял, ребят, вода поднимается или нет. Как будто бы немного поднялась. Ну что, вот такое открытие, друзья. 5 поклевок. Покататься мне интересно. Точечно уже понятно, где нужно рыбачить. Там, в принципе, можно по закидушками. Если прям будет пиковая вода, а еще позволит 50 сантиметров, там можно будет постоять. Ну, это так, наработочка очередная. А так 6 точек, ребят, которые нужно посетить. Ну, добрался до первой, там снег, видите. Ладно. Все понравилось, немножко подзамерз, но это так, мелочи. Еще раз повторюсь, что, ребят, не надо привыкать к кайфу. Надо себя немножко нет-нет такие выезды делать. Живая природа, птицы, ребята, красота. Все, я домой. Давайте, ребят, увидимся в очередной рыбалке по Налиму. Весна 2026. Поехали. Поехали, красотка, кататься.